В пресс-центре информагентства «Спутник» состоялся видеомост Москва-Цхинвал. Темой конференции стала Великая Отечественная война. Общая память, общая победа. С Российской Федерацией участие принял заместитель председателя Государственной Думы, руководитель патриотического движения «Победа-945» Борис Чернышов. С югостинской стороны заместитель руководителя администрации президента Южной Осетии Алан Тибилов. Великая победа – это тема, объединяющая народы двух стран. Общеизвестно о колоссальном вкладе народа Южной Осетии в победу. Осетин и русский воин, они всегда были вместе. Мы помним, как они сражались на всех фронтах Великую Отечественную войну против нацизма. Очень много из маленькой Южной Осетии людей поехало в зону специальной военной операции. Осетины никогда себя не отличали здесь, мы в Южной Осетии, от нашей общей страны, от нашего общего русского мира. Вот если просто попросту пройтись по республике, по Цхинвалу, столице республики, да и по районам, везде портреты наших павших героев в зоне специальной военной операции. Вот когда к нам приезжают наши гости, они всегда этому по-хорошему удивляются. Такая наша общая память. Алан Тибилов также отметил, что, как и тогда, наши бойцы на специальной военной операции показывают мужество и отвагу, и эти качества не остаются незамеченными. Президент Алан Гаглоев периодически награждает отличившихся участников медалью «Защитнику Отечества». Этим президент хочет подчеркнуть, что у нас общее Отечество, мы его не разделяем. Это, мне кажется, очень важный момент и очень символичный. И второе, конечно, что объединяет, я уверен, что будет их объединять еще и общая наша победа. И мы будем также общаться в прямом эфире и поздравлять друг друга с общей большой победой. Во время работы видеомоста также прозвучал вопрос касательно популяризации среди молодежи темы подвига участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Это преемственность героизма, понятие чести и долга. Прежде всего должны хранить эту память, рассказывать о героях прошлых лет и, конечно же, о героях сегодняшнего дня, об участниках специальной военной операции. Им нужно гордиться. Просто рассказывая про них, если есть возможность с ними пообщаться, общаться, не стесняться, приглашать их в школы, в вузы, на какие-то встречи. Просто не замалчивать, а с улыбкой, с благодарностью вспоминать этих людей, потому что они создали главное условие для сегодняшнего развития наших государств, и это очень важно. Борис Чернышов также рассказал о деятельности движения «Победа-945», направленной на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и оказании поддержки участников специальной военной операции. У нас много интеграций, в которых можно открыто поучаствовать. Это и творческие конкурсы. Сегодня мы участвуем тоже как такой культурный десант в госпитале, где встречаемся, в том числе и с ребятами из Осетии. В госпитале это «Песни Побед» споем для героев. Наши представители культурной общественности с удовольствием подключились, и мы такие концерты поддержки, с помощью приема, юридическую помощь оказываем нашим участникам специальной военной операции. В ходе телемоста также была затронута тема о школьных музеях. Данный масштабный проект реализуется фондом «Память поколений». Мы постарались в школах, в особенности в больших, открыть не просто памятники, а мультимедийные комплексы, чтобы там можно было проводить, например, кинопоказы, просматривание видео, и должны передать бережно вот эту информацию о наших героях, о нашей общей истории в удобном для них виде, чтобы они его восприняли. Наша конечная цель, чтобы они бережно взяли вот эту общую великую историю Осетии, России, нашу общую историю, и чтобы они его воспринимали, чтобы она отложилась у них в памяти. Наша общая задача – помнить историю и передавать ее от поколения к поколению, заключили участники видеомоста. Стелла Вязарова, Фатима Чочиева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.